В эфире уже, да? Добрый вечер, дорогие друзья. Абзирашимыз яхзидзюрузыгер. Яха ачгара духацаланза. Юкуб ажипен апсва кирсян шинукургузыныха. Яхцвидзняха юку и гуктажникуаха. Чиц еще кыргулару. Арихоство цаси кябзвойнос яхохтопсы шелгисхот. Аха убысы тыгыл зааншапалык яха хазбора цваюк нес яхупшара цваюк. Абснантец яхупшара цваюк. Юкуб повиз брезент было Эйлен было Италии юку мамзагюрс был юку. Убрт гердер тохуп хапсва житани хамеза цаси кябз. Убревнант сапульт что за исход псышала урысшала саташинца. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня последнее воскресенье, сыропустная неделя, если говорить на славянском, если говорить на русском, сыропустное воскресенье, и завтра начинается Великий пост. У каждого народа, христианского народа, в этот день существуют свои традиции. В том числе и у абхазов, как древних христиан, с древности существовали те или иные традиции, связанные с разными христианскими праздниками и, главным образом, с пасхальным циклом. Об этом я говорил на лекции, целая лекция была посвящена этой теме. Так вот, если вы помните, там я говорил о сыропустной неделе, или, как мы говорим на абхазском языке, ашцкапхара. К сожалению, эта традиция практически утеряна. Сегодня очень мало кто еще, значит, соблюдает эту традицию. Хотя, например, ваш покорный слуга, я хорошо помню, когда еще молодым, совсем ребенком, когда моя бабушка и с одной, и с другой стороны совершала, мои родители делали, ну, потом они тоже потихонечку это все утеряли. Причин было много, сейчас я не буду на этом останавливаться. Сегодня я вам продемонстрирую, как мы это делали в одной из наших эфиров, как нужно было поминать усопших, как нужно было готовить поминальное блюдо колев и так далее. Вот точно так же сегодня вам продемонстрирую, как нужно совершать праздник сыропустное воскресенье или ашцкапхара, что зачем следует, что нужно накрывать и так далее, с тем, чтобы, видя все это визуально, потому что, когда это все пишешь, значит, это очень сложно, человеку сложно понять, как нужно это совершать, все-таки это нужно показывать. И видя визуально, чтобы вы в дальнейшем могли это осуществлять. Более того, эта запись потом будет сохранена. Если что-то вы забыли, вы всегда можете себе напомнить. Те, кто из вас, например, не знал, что сегодня такой день, такая традиция у абхазов, издревле существовавшая, ничего страшного, сделайте, как вы сможете сегодня. А на следующий год, уже зная и имея церковный календарь, который мы выпускаем, там этот день обозначен. Нужно единственное помнить, что, значит, сегодняшний день ашцкапхара каждый год не приходится на один и тот же день, как Яхошкыра, который мы будем совершать завтра. Эти праздники, они зависят, они переходные, и они зависят от даты празднования Пасхи, которая, как вы знаете, не приходится на один и тот же день ежегодно. Поэтому в будущем году, мы уже готовим этот календарь будущего года, вы уже там посмотрите даты, в которые она попадает. Единственное, мы знаем, что в большинстве случаев это приходится на месяц март, поэтому у абхазов месяц март именуется Хошкыра или Хошкырамс. Сейчас просто попало на конец, как вы понимаете, февраля. На самый конец февраля. Итак, прежде всего вы меня спросите, откуда нам известно об этой традиции. Друзья мои, я тоже просматривал отдельные материалы, хотя этих материалов не так много, просматривал отдельные передачи в селах, где еще сохраняются, например, в селе Адхара, в селе Гарп и так далее. Но самое главное, друзья мои, самое главное, когда мы что-то возрождаем, и пытаемся это унифицировать. Я еще раз подчеркну этот термин и повторю, унифицировать. Потому что наши абхазские традиции стали разбросанными, разнообразными. Нет
единства, совершения той или иной традиции, того или иного обряда ни в одной семье, ни в одной деревне, ни в одном поселке Ахабла. Везде все мы делаем по-разному. Почему? Потому что у нас нет последований, как я вам говорил, письменных текстов, где зафиксировано, что вот вначале делается вот это, затем совершается вот это, произносится вот такая молитва. Такого рода последования я тоже составляю на основе тех материалов, которые изучаю. Значит, понятно, что вы поймите, что что-то уточняется, что-то добавляется, что-то опускается. Даст Бог, со временем мы отшлифуем эти тексты. И вот сегодня у меня как раз в руках последование, составленное мною в отношении совершения Ашцки Абхара или Сыропустного воскресения в традиции абхазов. Надеюсь, что если что-то новое появится, я туда внесу. Но я не об этом. Самое важное для того, чтобы возродить ту или иную абхазскую традицию, для того, чтобы ввести ее в практику, а это нужно делать, важно всегда знать содержание, происхождение этого праздника. Потому что если мы не будем знать содержание, мы не сможем ничего восстановить. Мы не будем понимать, почему используется в конкретном празднике или в сегодняшнем Ашцке Абхара эти блюда, почему делается сыр, почему именно эта молитва. Мы всего этого не поймем, если не будем глубоко знать про историю происхождения праздника, с чем оно было связано, если мы не будем это сравнивать с традициями других христианских народов, особенно восточных народов, с которыми мы находились во взаимообщении, живя в Византии, то, что профессор Аболинский называл византийское содружество наций. Как вы понимаете, в этой империи жило очень много народов, но стержнем идеологии этой империи было православие, ортодоксия. Поэтому нужно все это вместе, комплексно изучать, и тогда, как слепой котенок, который еще не видит, потом вдруг раз, глаза открываются, и вы вдруг видите, оказывается, это вот с этим связано, оказывается, это с другим связано. И вот эта проблема в советское время, она не была разрешена, потому что, я еще раз повторяю, никого не упрекаю, каждый делал по мере своих сил и возможностей. Наши этнографы не знали христианской части, богословской части, теологической части. Без нее, я еще раз повторяю, понять абхазские традиции невозможно практически. Итак, сегодня мы с вами совершаем обряд, который называется Ашцки Абхара. Тот период, в котором мы находимся, то, что, к сожалению, очень часто на нашем слуху, в нашей абхазской среде именуется Масленица, мы говорим о Хушкера Хацу. Завтра завершается этот период, когда мы совершаем обряд Хушкера. Об этом я скажу завтра, в такое же время, и покажу, как вам это нужно совершать. Сегодня же, вот эта вся неделя, перед Великим постом, Ачкара, думаем, зайдем Шапчгара Хацланза, это вся неделя, значит, сплошная, то есть нет постов в среду и пятницу. В течение всей этой недели вкушается молочное блюдо, ахшлох ялху. И последний день, если завтра начинается пост, как вы знаете, Великий пост, сегодня последний день, последний вечер, когда мы с вами вкушаем непостные блюда. Да? Мясные мы уже не вкушаем неделю. Последние мясные блюда и традиции, связанные с Ахушкера, Цизукша, Штошра и так далее, это было все в предшествующее воскресенье, но об этом мы отдельно будем говорить. Итак, значит, сегодня, когда после заката солнца абхазская христианская семья, да любая семья в Абхазии, которая знает об этой традиции, так или иначе сохранила память и совершает эту традицию, все вместе собираются в дом. В этом обряде нет различия, значит, кто участвует, мужской состав семьи, женский состав семьи, как это мы имеем в других обрядах, когда, например, невесты, да, матеря наши или невестки не участвуют ажирачах апиннеу, яцегалазум, ядгалазум ажира. Есть другие обряды, в которых женщины тоже не участвуют, главным образом участвует мужской состав и дети. Да? В этом же обряде такого разделения нет. Здесь участвуют все вместе. Значит, теперь накрываете трапезу.
Эта трапеза, друзья мои, я еще раз прошу прощения, вы понимаете, что эта передача, эта трансляция осуществляется с помощью компьютера и с помощью телефона. Да? У нас нет возможности приближения кадров, зума и так далее, нет телевизионных возможностей. Как вы понимаете, мы своими силами стараемся продемонстрировать, насколько возможно. Вот. Поэтому не всегда, конечно, все видно хорошо на экране, но тем не менее я буду озвучивать. Да? Значит, вы накрываете трапезу. Понятно, что сейчас вы находитесь у меня в келье, у меня нет большого стола, здесь это не предусматривается, кухня, которая здесь, это для кофе, для чая, для угощения тех людей, которые приходят ко мне в приемные дни или для беседы и так далее. Но, тем не менее, в древности, на самом деле, тоже была вот такая трапеза, она называется аиша. Абхазы никогда не сидели за большими столами, как вы знаете, и стульев современных тоже не было. Были такие небольшие скамейки маленькие, вот одна из них как раз у меня здесь есть, да? И, значит, вокруг маленькой аиша, да, их могли ставить несколько в доме. За одним сидели мужчины, за другим женщины, за третьим гости и так далее. Но сейчас понятно, что мы это повторить не можем, потому что мы живем в современных условиях, что-то изменилось, и вы накрываете обычный стол в зале, где вы садитесь всей семьей. Не на кухне, я вас очень прошу, в зале. Что вы ставите на стол? Прежде всего, вы делаете айлыч. Вот здесь вы видите, то есть это мамалыга с сыром. Это блюдо молочное для разговления последнего воскресенья перед постом. И это же блюдо будет готовиться нами на Пасху, когда мы после пасхальной службы приходим домой. Первое, что мы вкушаем на разговление, это мамалыга с сыром, то, что на абхазском языке мы именуем айлыч, вместе с кислым молоком, то, что мы на абхазском именуем ахарцом. Дальше вы готовите, ставите молоко, вот здесь вы видите молоко. Дальше вы делаете вареники, да, чахаршва с сыром. Дальше вареное яйцо тоже ставите на стол, потому что вы знаете, что потом на Пасху, через 48 дней поста, мы снова это же блюдо используем для разговения. Дальше делаете, вот я здесь, например, приготовил тертый абхазский сыр вместе с листьями колераби, да? То, что мы называем ачерхал, ахулы, ашиалацада. Далее вы можете приготовить, значит, вместо асызбала харцосызбал, да, тоже молочное блюдо. И так далее. Вот единственное, что нужно вам запомнить, друзья мои, я вас очень прошу, все-таки давайте, если мы возрождаем традиции, будем придерживаться этих традиций. Не нужно, я вас очень прошу, тортов, сладостей, блинов, сметаны, все такое. У каждого народа есть своя традиция, еще раз повторяю. Раз в древности делали наши предки эту традицию, давайте мы все будем его тоже соблюдать. Вот это все вы накрываете за отдельным столом. Далее, вы ставите, значит, отдельный столик, аиша, да? Значит, где у вас стоит свеча, здесь кадильница, то есть арафызлохахцу, где уголек, значит, уже зажженный, зажигаем свечу. Значит, друзья мои, в древности это делалось у входа в дом, значит, где дверь была, но вы понимаете, что абхазские дома в древности, они были однозальные, однокомнатные, значит, там был очаг, и у выхода чаще всего направленный на восток, или же смысл вкладывался, что выйдя из дома, что смотря на небо, как бы Господь видит и слышит его, человек поднимал руки и обращался на небо. В этом смысл заключался. Это была хорошая традиция, которая, к сожалению, всегда сегодня возможна, когда мы с вами живем в квартирах, в домах и так далее, и так далее. Условия немножко изменились. Если же в вашем доме есть иконы, вот у меня, как раз вы сейчас смотрите на меня, напротив находится иконостас. И здесь тоже икона Спасителя с Евангелием, раскрытым Евангелием, с надписью на абхазском языке. Вот. Значит, если же есть иконы в доме, чаще всего эти иконы висят, значит, с восточной стороны, чтобы вы лицом смотрели на восток. Была еще такая традиция у абхазов, не обязательно всегда было на восток. Важно было обращаться в сторону того храма,
в котором те или иные христиане вели свою церковную жизнь. Апсышелу розруи аныха хаздуха упишеру. Я хаб уже арая язао, афончат сныха ара ныха язао, парада шемных афонинхо, я хаб аныха шемамзер, аныха чепа шемамзер, ана нанфисах язно аныха шемамзер, шхархана арах аныха шпашныха нышныхо, я хапи аныха тахавашка шахна. Другими словами, друзья мои, обращались в сторону храма, к которому относилась та или иная семья. Значит, если есть традиция такая, чтобы вы поняли, почему это делалось, значит, часть христианских народов, им давали имена во время крещения. Они считали, что вот имя того или иного христианского святого, которое они получили, вот этот святой и есть их покровитель. Скажем, святой Иоанн Креститель, или святой Иоанн Златоуст, или святой Константин, или святая Елена и так далее. В традиции же других народов, например, сербов и абхазов, было немножко иначе. У каждой семьи, у каждого рода, значит, они принадлежали конкретному храму. И этот храм был в честь того или иного святого. Вот этот и святой как раз считался их покровителем всего рода, всей семьи, а не конкретно каждого человека. Поэтому, собственно говоря, обращались. Итак, зажигаете свечу, дальше ложите сюда ладан, значит, вспоминаем, обслышало мы говорим арафа, арафахацу. Дальше, здесь у вас на этом отдельном столике лежит, значит, стоит или лежит, как я вам уже сказал, свеча, кадильница, здесь доска кухонная, на нем лежит копченый сыр, нож, значит, графин вина и стакан. Значит, поясняю, друзья мои, что в древности, сейчас мы не живем в тех условиях, в которых жили наши предки. Да? В древности, когда люди имели скот, да, значит, и начинали делать брали первое молоко, начинали делать сыр, из этого первого молока, из первых сыров, делали специальный сыр, он мог быть большим, в зависимости от количества участников этого обряда семьи. И затем его коптили, да, традиционно над огнем. И представьте себе, что этот сыр практически мог держаться год, 6 месяцев, полгода. Поэтому особо с благоговением к нему относились, отсюда-то и, собственно говоря, название ашцкий, да, чистый, святой сыр. Отсюда это название происходит. Сейчас же, вы понимаете, этой традиции у нас нет. Была вторая традиция, когда люди уходили со скотом в горы, и когда там готовили сыры. Вы знаете, что в древности абхазы уходили, были сообщества скотоводов, и они потом спускали огромное количество сыра, которое делили между собой. Для нас с вами, современных людей, сыр не играет такой роли, как это имело место в древности. Сейчас мы можем пойти в любой гастроном, в любой супермаркет, на рынок, купить все, что угодно. А в древности так себе не могли позволить. Очень благоговейно, значит, относились к сыру. Почему? Потому что отцып сирпхедзон. Вы помните, по крайней мере, старшее поколение, в том числе я тоже помню, когда наши бабушки с каким трепетом относились, если у них был сыр, копченый или свежий, они не позволяли нам брать и резать в том количестве, которое нам хотелось. Да? Они нам давали каждый раз за трапезой положенный нам кусок, с тем, чтобы мы этот кусок должным образом используя, съели всю мамалыгу, а не весь сыр, значит, как это мы сейчас делаем, да, выборочно. Поэтому это имело, вот это значение имело, в некотором смысле, этот обряд, который мы с вами совершаем. Еще раз повторяю, увы, к сожалению, это очень плохо, что мы утеряли такое отношение, и порой даже не ценим. Иногда можем покупать сыр, испортится, мы можем выкинуть, недолжным образом относимся и так далее. Все-таки этот элемент тоже должен присутствовать. Итак, здесь у вас сейчас вы, понятно, что в горах вы не были, сыр вы не собирали, коров вы в девятиэтажке не держите, хотя это тоже иногда встречается, надо заметить. Вот. И вы, значит, покупаете обычный копченый сыр. Более-менее хороший, с которого еще не выжито все. Значит, вот здесь это лежит. Дальше. Вы наливаете стакан вина. Я вас очень прошу, друзья мои,
поскольку мы будем возрождать традиции абхазов, всегда имейте мруга, да? Значит, те или иные специальные кувшины и так далее, которые вы только для этого используете. Не для каждодневного использования, а только для этих обрядов. Например, у меня такой кувшинчик здесь с надписью, значит, Афона, который я использую только в случае совершения тех или иных христианских обрядов. Итак, значит, теперь вторая часть молитвы. Друзья мои, понятно, что никаких текстов у нас не сохранилось. Я попытался, значит, собрав этнографические, фольклорные материалы, понимая содержание сегодняшнего праздника, составить молитву, которая, даст Бог, я потом ее доведу до должного, значит, состояния, да, отработаю, доведу, как говорится, до ума, и потом я с вами тоже этим текстом поделюсь. Сейчас же я хочу вам зачитать эту молитву. Да? Вы понимаете, что я не могу совершать молитву одновременно и вести трансляцию. Значит, вы держите всегда, в данном случае, в этом обряде, мы используем вино. Значит, потому что еще не начался пост. И за трапезой, в котором вы будете все вместе сегодня сидеть, вы тоже используете вино. Я вас очень прошу, ни в коем случае никаких горячительных напиток, никаких, значит, что домашнего производства, что заводского, никакой водки и так далее, и так далее. И я вас очень прошу, там, где совершается такого рода моление, пожалуйста, не курите за этими застольями. Значит, потерпите, в конце концов, если не получается, выйдите на улицу, покурите. Да? Но давайте какой-то элемент святости хотя бы в этих традициях сохраним. Итак, вы держите всегда правой рукой, значит, стакан вина. И совершаете следующую молитву, обращаясь к иконам. Этот столик стоит перед иконами. Если нет у вас икон, на восток. И вы говорите следующее. Ян Шеду. Яха ашця абхара ямшу. Яха ушузала аиша харгылы. И шатуэйпш ашця азхархли. Якнам гакуих ахцыз ханыш. Якумпа яхвы заклан харця. Эти слова мы говорим, потому что еще у нас сегодня прощенное воскресенье. Абряхзахныхо ашця агямыз барц. Яхапехныхора. Хочу ду ялоху зиге яхахурту якоцам. Агбам чагубзира хана терпейпш улбхаду адкалазай. Япмшизге улбхархазай. Значит, еще один момент. Когда совершается это моление, молится старший в семье, глава семьи. Значит, он стоит перед этим столиком со стаканом вина и читает эту молитву, обращаясь к иконам. Вся семья стоит сзади. Все домочадцы, значит, независимо, кто бы ни был в доме, если даже кто-то из гостей, тоже ничего страшного, если кто-то из соседей, все стоят сзади. Дальше он продолжает. Уацом ачгараду хацалу. Уинахас акацлахи, ахшлахи, хчусхуялахцазу. Хвухуй, ачгараду хахинзацу. Ачамцкарлы, умчалы, агрыцкири, ахрыцкири халыша. Это тоже очень важный элемент. Да? Значит, поймите, друзья мои, все это мы совершаем, особенно Великим постом, не для того, чтобы только какой-то обряд сделать или значит, какое-то приготовление блюда сделать. Все это мы делаем главным образом для того, чтобы в конечном итоге сосредоточить свое внимание внутри себя и очистить свое сердце, значит, свой ум от разного рода мыслей. Другими словами, стать человеком, как я говорил, с большой буквы. Дальше. Вы шахто яхагана чгарва хагана пшзала амшапахал хапуларто амчел шахат сухой аншаду. После этого вся семья, которая стоит сзади вас, говорят аминь. Значит, да, это потом. Вся семья, которая находится сзади вас, говорят аминь. Затем старший в семье, который совершал эту молитву, берет нож, и вот здесь лежит сыр, и он проводит правой рукой крестообразно. Вначале вот с этой стороны, и затем с этой стороны. И вот
получается такой крест. Далее, после этого он разрезает этот сыр. Ну, допустим, там в этнографических материалах говорится о том, что на 4 куска. Да? Но это делается еще по причине удобства. Да? Если это копченый сыр, который хранился полгода или год, вы понимаете, что как сейчас я мягко режу, это все не порежешь. Да? Затем вы эти 4 куска разрезаете на более мелкие куски, как обычно это мы делаем, когда варим мамалыга и ложим туда в мамалыгу сыр. Значит, разрезаете куски. Единственное, до того, как вы еще сели за трапезу, это все происходит перед этим столиком, да? Человек, который молился, выпивает этот стакан вина. После этого он разрезает крестообразный, затем на 4 куска, еще раз повторяю, и раздает всем присутствующим этот сыр. Почему мы его выделяем, я еще раз повторяю, да он год хранился, да? Мы его готовили с благоговением, да, с должным образом. Поэтому первое, что мы вкушаем, вот этот сыр. После этого, если что-то останется, допустим, была такая традиция, если кто-то отсутствовал в семье, или, скажем, были, значит, женщины, которые, девушки из этого дома потом вышли замуж или как-то попали в этот день на этот праздник, им тоже какой-то кусок отдавался, чтобы они, возвращаясь в свой дом, там тоже угостили. Пожалуйста, это... В этом отношении никаких проблем нет. Единственное, это все нужно сделать сегодня. С завтрашнего дня никаких остатков этого сыра мы не вкушаем. После этого вы уже садитесь все вместе за трапезу. Значит, здесь нужно заметить следующее. За трапезой вы уже, значит, тушите свечу, она не должна гореть, закрываете кадильницу, все это аккуратненько отставляете, вино вы можете потреблять уже за трапезой. Друзья мои, и затем уже начинается последняя трапеза перед постом. В древности, к сожалению, в наше время так уж сложилось, что мы с вами практически не знаем никаких традиционных народных песнопений. Вот недавно я просматривал записи Ковача, который делал в 1929-30-х годах, там разные песни, которые пели абхазы в тех или иных случаях, культовые, во время работы, во время совершения тех или иных обрядов и так далее, и так далее. Да? К сожалению, в наше время ни ваш покорный слуга, ни вы, никто из нас сегодня не может практически, ну, может быть, за исключением каких-то отдельных людей, исполнить то или иное песнопение. Почему? Потому что это торжество. Это не молебство особое уже за самим за столом, молебство было в начале, где мы, разумеется, в веселье, в радости проводим сегодняшний вечер до 12 часов. После 12 часов вечера начинается Великий пост, и с завтрашнего дня мы уже с вами не вкушаем ни молочное, ни мясное. Значит, еще раз повторяю, да, садимся за эту трапезу. Дальше, что касается тостов. Есть такая традиция, как вы хорошо знаете. Я бы только хотел подчеркнуть несколько вещей в этом отношении. Понятно, что мы вначале здесь помолились, затем садимся за трапезу, мы говорим все, если вы христиане, садясь за трапезу, читаете «Отче наш» на абхазском, и так далее. Вы хорошо знаете текст, потому что я всем вам раздавал. После этого вы садитесь, и один из стаканов поднимается, как всегда это положено в абхазской традиции, значит, ансру пхахат. И самое главное, когда вы вкушаете эти блюда, каждый из вас, ну, чаще всего это делают старшие, если младшие присутствуют, они голос не подают, если есть невестки, если присутствует старший, они тоже это не говорят. Но старшие обычно говорят, абри уже чеджика гям яхбо шлых ялхо, а чеджика гям яхбо пшзала, я и вашксыз гебе гям яхбо, и нейсен геб пшзалом шипаха ныцело, абасиха нейшаха хатоха, шапнебена, чигер шишко. Далее. Второй стакан мы поднимаем в таких случаях, в религиозных обрядах, хайхазымчу, да, ашатрахот, апаймбертрахот, амалыхтрахот, салам загисхомара. Значит, речь идет об ангельском мире, хайхазымчу, то есть об ангельском мире. Единственное, друзья мои, я вас очень прошу, не делайте, не говорите этого тоста, когда вы сидите в каком-то ресторане, какой-то апатский и так далее. Это все-таки недопустимо, потому что это элемент религиозного обряда.
В данном случае вы произносите этот тост. Далее, еще один тост, который я бы подчеркнул бы, если вы, например, прихожане моего храма, здесь, Афонского храма, более 120 человек, вы сейчас смотрите тоже, в том числе эту передачу, разумеется, что один из тостов вы обращаетесь Алеха Шизду и говорите «Ацки симон лубхахамаз, ачгараду хахыцу вахацхара, амчел шахати шахнаго хапнагорабха, псушулышхо». Аневсин, ахархарадахазм, я вас очень прошу, значит, если мы говорим о святости, если мы говорим о религиозном обряде, о возрождении должным образом, не превращайте, особенно я обращаюсь к старшим и к мужскому составу, не превращайте это в пену. Простите, что я так очень резко говорю, но все-таки мы тоже должны с вами научиться и отучиться от этой плохой традиции, которая очень укоренилась у нас в советское время. Есть другие дни, свадьбы, торжества, где, пожалуйста, ради Бога, я никаких претензий не имею. Но в данной традиции, я вас очень прошу, нужно провести, как мы говорим на абхазском, и пшцена, и хану, яра, и шапну. И табу яхзидзюрузия. Последнее еще, поскольку мы завтра в такое же время с вами увидимся, значит, на обряде Хошкара, вот я заранее приготовил с тем, чтобы вы тоже это видели. Значит, вот, пожалуйста, да, вот такие акукарку, они готовятся из муки, главным образом кукурузной муки. Там есть тоже пшеничная мука, но не в таком количестве, да, и вот таких форм, значит, вот таких форм. Вы делаете, значит, по 3 штуки на каждого члена семьи. Значит, здесь, например, у меня сейчас, скажем, 9 штук, да, и в одной из них вы режете ореховую палочку. Вот без всяких начинок, никаких сыров, никаких, значит, варений, ничего не должно быть, потому что с завтрашнего дня, еще раз повторяю, пост это во всех записях этнографических текстах это четко прослеживается, отмечается, что эти акупарку или вареники делались постными. Вы приготовите вот это на каждого члена семьи по 3 штуки, сварите. Вот, единственное, что вы можете добавить соль. Вы приготовите, а как и что нужно совершить, я уже завтра, даст Бог, в 6 часов вечера мы снова с вами увидимся и осуществим второй обряд в первый день Великого Поста. И табу, шезыгя яхуб шози шзей счет амчалша, ари акрыфара крыжра анеюсингил, и шахто, ачгараду хазцалас мепрыжго, анцуду, амчал пхашвитарад, и шапнугу, агурецкера, ахорецкера, ачгараду хахынзецу, и шул швала, ауспзиапацера, ачга, ачпхкра, ачцара, ахайза пазаракуна, айзера, зрабзебра, хабжалан фейхад, и шахто хайцнугуна, и шапнугу, и наскягана, пшзала хазагинас, анеюсен амшапы, згирея хайду амшапы, анырхаду хапулан фейхад и табу. Всего доброго.